Через территорию Шаранского района проходят 3 ветки газопроводов. В прошлом году по ним транспортировано более 80 миллиардов кубометров голубого топлива. Шаранский филиал «Газпром-Трансгаз Уфа» обеспечивает бесперебойное газоснабжение жителей своего района, соседних Чекмагушевского, Бакалинского и Туймазинского. Глава Республики Башкортостан Ради Хайберов на этом предприятии. С дороги видно вашу махину это, да? Так, впечатляет. Спасибо вам огромное за ваше время. Да, спасибо. Я вам неоднократно рассказывал, какое у нас замечательное предприятие «Газпром-Трансгаз Уфа» в общей цепочке единой системы газоснабжения России. По нашей территории, по Республике Башкортостан, проходит 3 магистральных газопровода крупных, 1400 диаметром. Мы транспортируем 100 миллиардов, пятую часть всего домываемой России газа по территории республики. Из них мы потребляем, республика потребляет 15 миллиардов. Прилично. При этом могу сказать, что технически газотранспортная система может обеспечить еще одну Башкирию. Это на предмет стратегического развития республики. Я бы сегодня хотел обратить ваше внимание на главное. Вот какие задачи я сам для себя ставлю. Обеспечивая надежное газоснабжение республики, обеспечивая транзит через республику. Кстати, это голубой поток и турецкий поток мы обеспечиваем. Тоже, да? Да, это вот этот коридор обеспечивает Турцию, голубой поток и Европу, центр России. Моя главная задача, конечно же, обеспечить базу для развития республики. Что такое база? Это энергетика. Да. Что такое энергетика? Это природный газ. В газовом эквиваленте сегодня, значит, тепловая энергия 7 миллиардов природного газа, электрическая энергия, вырабатываемая в республике, это 5 миллиардов, это к 15 миллиардам, которые потребляет республика. То есть в газовом эквиваленте, значит, республика сегодня на 99% обеспечена газовыми ресурсами. Это только говорить, если как энергоресурсы. А мы с вами уже мечтаем о продуктопроводах, да, о метане, о этаносодержащем газе и так далее, и так далее, и так далее. Впереди стоящие какие у нас интересные есть предложения и проекты, о которых мы поговорим позже. А сейчас я хочу вам показать главную нашу, так сказать, вещь, о которой я вам много раз рассказывал, да, что я уже с 2012 года мы с коллегами занимаемся, значит, уфимским двигателем. Значит, мы довели эту тему вот здесь он первый, до логического конца. Они да? У нас работали. Потом они показали себя, я вам рассказывал, был момент, когда они были не здорово работали. Вот. Потом нас убрали из программы реконструкции из-за этого. И мне была Алексеем Борисовичем поставлена задача. Сделаешь двигатель надежным, получишь деньги на реконструкцию. И мы эти годы занимались, значит, с Уфимским моторостроительным производственным объединением, мы чистили мундир Башкирии. Вот. И на сегодня можно сказать, что это надежный, лидерный теперь двигатель для всей газотранспортной системы страны. Вот. И сегодня мы вам продемонстрируем, как он работает конкретно, магистральную трубу. Шамиль Гасманович, а вот труба, вот она, да, идет? Да. Вот они. Эта труба, вот она вот так вот идет, да? Вот она заходит, да. Вот она. Это вот западносибирская, да, или как? Да, она с Ужгорода вот вся идет, с севера. Заходит к нам 5 труб в республику. 2 здесь заглушены, обрываются, 3 продолжают свое движение. Значит, Челябинск-Петровск вот здесь еще проходит. Это Уренгой-Новопсков, Уренгой-Петровск здесь. Вот. И вот она уходит на... Да, дальше за нами уже Самара, дальше за нами Татарстан. Вот. И мы ежесуточно передаем им почти 270, вот проектной мощности, 270 миллионов кубов газа, перекачивая на этих компрессорных станциях. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, давайте. Локтевой дозатор? Да. Да. Температуру замерили? Давайте. 36. Тогда мне, может, я эту сниму, пожалуйста. Да, конечно. Да. Не промокаем. Да, я.
Я же сегодня по району, я в район без галстука выезжаю. Это работает, вот Это вот машина турбины работает, да? Да, это работают турбины. Мы сейчас вот зашли на территорию компрессорной станции. Вообще, все это строилось в 80-е годы. Естественно, на тот момент был определенный уровень технического развития. Прошло уже 40 лет. Конечно же, многие технические вещи требуют замены, реконструкции. Но какие 40 лет мы прожили, да? Значит, мы же работали в интеграции с Украиной, мы работали и дружили с Западом, вот, делали ставки на них, мы покупали оборудование. А сейчас пришло время, когда это все состарилось, и когда уже мы в других условиях начали работать, надо теперь пересматривать. Вот она, да? Да, да, вот наша красавица. Да. Вот это наша красавица. Это вот считается реконструкция или что это? Это да, это реконструкция компрессорной станции. Ага. Значит, мы заменили старые агрегаты вот такого типа, которые имели 8-9 мегаватт мощности на 16 мегаватт, подняв коэффициент полезного действия с 25 до 35. Вот. Соответственно, экологические показатели лучше. Газ на собственные нужды экономим, выбросы уменьшаем, эффективность растет. Вот. Ну, уж не говоря о надежности работы. Соответственно, мозги, автоматика. Эту машину мы сделали чуть раньше. Вот это. 28-ю, да. А вот эту, это то, что я вам присылал. Вот то, что мне, по да. телефону, да. Вот. Это вот несколько дней назад мы буквально благодарили наших коллег СУМПО, строителей, с которыми мы уже настолько сроднились. Вот. Мы вместе, мы одна команда. Владимир, здравствуйте. Это ребята с ОДК, СУМПО, Волов Анатолий Дмитриевич, Соловеев Олег Константинович. Это люди, которые помогали, делали эту реконструкцию. Значит, вот можно сравнить мощность. Была, стала. КПД было, стало. Расход масла, удельный расход топлива. А это деньги, это эффективность, это надежность. И выбросы в 2 раза меньше, да? И выбросы, соответственно, да. Но вот еще одну вещь хотел бы я... И масса в 2 раза, получается, 3 раза. Металлоемкость-то какая? Да. А потому что это авиация. Ну да. Если бы был двигатель сделан для наземной тематики, как вот, допустим, судовые двигатели мы с Украины покупали, да, там, или пермяки делали бы, да? А это кто, пермяки или Украина? Нет, это Николаев. А, Николаев. Это Николаев, Николаев, Да. Украина. Вот, тогда, конечно, и тоннаж был бы другой, и габариты были бы другие, а авиация же, она все в облегченном виде. Меня часто иногда критиковали за то, что должно летать, оно не сможет работать на земле. Мы доказали обратное. Оно может и должно работать на земле эффективно и надежно. Я бы хотел вот на примере вот этой диаграммы вам показать. Вот всего 900 мегаватт установленной мощности в республике таких компрессорных станций. Значит, сегодня 19 единиц уфимских двигателей составляют треть установленной мощности. И если бы мы этим не занимались с 2012 года, то вот этот сектор рос бы, а это пермские вещи, они бы росли, съедая наш рынок, наши возможности, не давая нам дальше вообще продвинуться никуда. И мы переломили ситуацию сегодня, так сказать, возродив эту машину и задав новый тренд на 25 мегаватт. А мало того, это не только 25, это возможность сегодня развивать линейку от 25 до 42 мегаватт. Это совершенно другие вещи. И мы добьемся, все-таки добьемся, значит, чтобы этот сектор развивался и за счет пермского сектора. Вот. Ну, вы знаете, я вам докладывал уже, да, что мы не только эти 2 машины хотели сделать и сделали. Мы добились продолжения реконструкции компрессорных станций в Башкирии только потому, что мы решили проблему с АЭЛами, с Уфимским моторостроительным производственным объединением, и доказали, что мы можем не только сказать, но и запустить машину в трассе.
В прошлом году, кроме нас, никто ничего не сделал подобного. И более того, завод получил заказ для «Силы Сибири» 12, и 6 штук они уже делают. Когда это вообще? Об этом 3 года назад, 4 года назад нельзя было даже мечтать. Совершенно правильно. Мы в позапрошлом году получили первый заказ на 2 новых машины, в прошлом на 3. В этом, получается, уже должны сделать 8, ну и 16 в следующем году. А до этого у нас несколько лет мы ни одной машины новой не делали, мы занимались только ремонтом. Имея такой завод, лучший завод в России, машиностроительный завод в республике, отдавать эти компетенции кому-то, это нельзя, Ральф Фаридович. Давайте, это должно быть как башкирский мед. Башкирский двигатель должен быть брендом. Об этом надо везде говорить. Об этом мы говорили Владимиру Владимировичу. Об этом мы говорили на всех уровнях. Он смотрел, он щупал эту машину. Он одобрял это все. Докладывали же ему. А сейчас ситуация-то тем более изменилась. Конечно, конечно. Поэтому... А вы же сейчас работаете над повышением мощности, да? Да, сейчас разрабатывается новый двигатель, называется АЛ-41 СТ-25. Это будет первый двигатель в целой линейке двигателя. Двигатель сделан на базе авиационного двигателя 5-го поколения. Это самые передовые технологические, технические решения. Линейка будет 16, 25, 32 и 42 мегаватта. И КПД 39 уже. На базе единого газогенератора, то есть с минимальными доработками. Это позволит оптимизировать производство с минимальными Вот все те улучшения, которые мы применили здесь, их уже не нужно будет испытывать и проходить вот эти болячки роста, да, проходить. Они испытаны на этой машине. На 41-й машине это все будет применено. Даже в авиации они уже применяют эти решения. Даже в авиации. Совершенно верно. Вот сейчас самолет, который Су-35 летает в Сирии, наши конструктора использовали такой термин, как реконверсия. Очень много конструкторских решений мы отработали именно на этой машине, и потом они обратно, не с самолета вот сюда на индустриальный двигатель, а с индустриального двигателя на авиационный, на современный. То есть такой симбиоз получился, оборонки А новый двигатель у вас какая стадия? Проектирование или что-то? Новый двигатель, разработка конструкторской документации должна завершиться в этом месяце. Но с учетом пандемии, может, сдвинемся, но там недели на 2, не больше. Ну и в конце прошлого года мы должны собрать первые опытные образцы. Этого года? Да. Нет, первые опытные образцы 21 год. Но мы его покажем на газовом форуме обязательно. Уже, да? Да, мы его покажем обязательно на газовом форуме. Уже в железе. Часть ДСЕ уже будет изготовлена. Часть в железе уже. И выйдем на испытания где-то конец 21-22 год и в серию. Вот так задача. Здорово. Такая задача стоит. И вот эти показатели тоже все улучшены будут, это все выполнимые задачи, это доказано на стендах, это расчетами все подтверждено. Стерильно. Совершенная автоматика. Совершенная автоматика. В этой машине нет ничего импортного. Все наше, все отечественное. Это силовые стойки, электричество. Я понял. Вот это для очистки масла. Время от времени при регламенте масло очищаем, чтобы коэффициент использования масла был высокий. Вот оттуда подается воздух после фильтрации. Воздух подается оттуда газ подается. Мы сейчас туда пойдем посмотрим. Вот здесь стоит турбина. Мы не можем открыть, потому что она работает. Если мы откроем, случится остановка. Она остановится автоматически, потому что открывать нельзя. Вот. Работает в автоматическом режиме. Вот там у нас сзади главный щит управления. Там все компьютеры и все управление там. Вот, может, дальше обойдем. Вот это топливный газ. Он здесь фильтруется, чистится, и туда уже поступает очень чистый сухой газ для горения, потому что для турбины это очень важно, чтобы он был чистый. А вот это труба, это магистраль, да? это газ теплый.
сжимает газ в 1,3. Сжимает, и сюда уже с другим давлением идет газ. Да, вот это вот. А это обеспечивающая система. И это уже в трубу идет, да? Да, Под давлением, да? Да. А это что такое? Это масло-система, которая предназначена для смазки подшипников. Вот он двигатель, да, получается? Это не двигатель. Двигатель там, в том отсеке. А это нагнетатель. То есть это компрессор. Двигатель его крутит. Он там, колеса есть. Вот эти колеса сжимают газ и делают сюда. А эта вот стойка, она призвана к стихии уплотнения, чтобы масло не попадало в газ. То есть на старых машинах, на тех, масло попадало в газ, который транспортировался. Это вот новые совершенные технологии, которые позволяют вот экологию поднять. Потому что газ потом все равно сжигается и туда вылетает. Полностью автоматизировано все. А с какой скоростью газ вылетает вот туда, он потом по трубе идет? Ну, в нем, Это, я не знаю, как это можно определить. в нем 75 килограммов давления. Имеется в виду скорость потока. Да. Скорость потока мы вот диагностику делаем 20 километров в час. У нас Это снаряд идет. А газ идет где-то ориентировочно 50 км в час. И на какое расстояние? 100 километров. Следующая станция. Между Вот где-то- станциями 100 километров в среднем. можно Это больше гидравлический А расчет больше показывает. можно, но когда Мощность давление двигателя. нужно повышать. Давление надо поднимать. Мощность двигателя, да, или нет? Мощность двигателя. Двигатель тоже, да. Должен быть уже не 16 мегаватт, а 25 мегаватт. То есть вот эта труба 100 километров там где-то находится. Да, следующая Тюртюля. станция через 100 километров. Соковка через 100 километров уже в Самарской области. Вот основная труба, магистраль, коридор, да, газопроводов идет вон там. Сейчас мы можем немножко пройти вот еще. Вот. Это уже выходная же, да, вот это она пошла. Все, она уже пошла, да? Она вот сюда идет. Вот здесь охлаждается. Газ, он здесь нагрелся. Он нагревается. И здесь нужно его охладить. А, вот эти вот вентиляторы Да, охлаждают. это вот электрические вентиляторы специальные. Да. Это такой большой технологический процесс, да? Это вообще. Конечно. Я всегда думал, как же это все работает. Вот посмотрите, вот коридор магистральных газопроводов. Видите узел подключения? Да. Вот такие заборные элементы, свечи. Вот. А наверху вот это вот сооружение, это газоизмерительная станция. Одна из 3 газоизмерительных станций в республике, которая мерит, сколько газа мы прокачиваем за свою границу. Таких станций, кстати, немного в стране даже. Их сегодня, по пальцам можно пересчитать. В том числе у нас одна из самых крупных газоизмерительных станций. Вот. И мы в инвестиционной программе сегодня закладываем ее реконструкцию тоже. Вот в этом году я планирую, значит, ГИС Шаран-Поляна, продолжение реконструкции с применением уфимских двигателей. Я планирую реконструкцию в Новоалександровке ГРС. Это самая крупная газораспределительная станция в республике. 900 тысяч часовых. Обеспечивает всю Уфу. Новоалександровка. Потом мы ГИС Шаран планируем реконструкцию. Еще чего? Перемычка. И перемычка, да. Перемычка — это вот на линейной части в районе Кармаскалов. Очень важная вещь. Значит, нам нужна одна перемычка, которая обеспечит нам реверсную подачу. Значит, с подземки нам надо часть газа все-таки перебрасывать в трубу. Вот когда республика будет потреблять не 15, а 25, 28, 30, тогда, может быть, мы полностью, так сказать, будем съедать весь газ, Который закачали в подземку. который закачали в То есть подземку. там 4,6 миллиарда. Мы ежегодно закачиваем, и сейчас закачиваем. Вот сегодня 3,5 миллиарда мы уже закачали. Да. Значит, мы ежегодно перед зимой закачиваем 4,5 И он миллиарда потом кубометров. за зиму выбирается, С тем, да? чтобы потом, когда нужно, когда холодно, когда в трубе уже меньше газа, когда там в Европе замерзают, чтобы нам не замерзнуть, мы начинаем отсюда То есть забирать. мы весь этот газ не трогаем. Мы можем полностью отключиться от трубы и жить только за счет Кумертау зимой, холода. Вот Ни у кого такой такого мощности, нету. вот такой мощности мы построили подземку.
Может, какое-то фото сделаете на фоне компрессорной Давайте. станции? А вот эти новые модернизированные куда пойдут? Сюда пойдут? Но мы мечтаем, что нам поручат все-таки, значит, 25 мегаватт на себя, значит, начать ставить. Есть, конечно, технологические проблемы, вот. Но мы бы хотели свою машину у себя испытать и дать ей путевку в жизнь. Вот. Я думаю, даже если у нас ее не поставят, мы все равно будем сопровождать. Мы будем сопровождать. Потому да. что мы не надеемся на то, что другие трансгазы будут так же хорошо относиться к другому. Не, мы уверены, что не будут относиться. Знаете, все делают люди. Да. Значит, делают люди, которые хотят что-нибудь в этой жизни сделать. Вот без таких людей, как Павел Георгиевич, вообще сложно было бы представить, значит, вот техническую часть этих всех проектов. Я ему даже сказал когда-то, я говорю, вот пока ты держишь флаг этот, да, значит, по этим проектам, я вместе с тобой его тоже держу. Потому что без людей этого ничего не сделаешь. Конечно. Ничего не сделаешь. Все делают люди. Вот. А Абсолютно. молодежи много, хорошей молодежи много. Мы воспитываем. Мы сегодня так усилили уже «Газпром». Забирают? Конечно, молодые, креативные, хорошие ребята, прошедшие вот такой вот опыт, да, конечно же, они нужны. Они их просят. Но это не жалко, потому что от этого польза республике. Они с Конечно. пониманием, они же понимают, что и откуда берется, для чего и кто их вырастил. Вот. И они начинают помогать. И вот почему инвестиционная программа немножко начинает решаться. А потому что люди начинают помогать. Отдача пошла. Отдача пошла от людей уже конкретно. На Вот. метание, да, вот это? И вот Да. я хотел вам показать, что, рассказать, Раис Фарич, что очень серьезная проблема газомоторка, да? И мы ею занимаемся уже с 2012 года. Вот так вот выросла динамика потребления республики природного газа в качестве газомоторного топлива. Мы неплохо за эти годы развили сеть, мы неплохо подняли динамику эту. Больше того, мы сделали свой компрессор. И здесь мы в технической части впереди планеты всей. Мы автобусы купили такие, и слава богу, но это все равно мало. И вот там же есть какая еще идея, что на всех наших трассах, вот на этой трассе, так, дальше на этой трассе у нас должны быть поставлены именно для дальнобойщиков. То есть здесь это жиженый, да, идет, вот, получается. Да. Надо об этом продумать. Мы-то, вы считаете, что не надо строить, да, ГНКС? Надо, как? Надо строить. Но Мы при наоборот этом, хотим. Нет, я имею в виду 18, вы говорите, достаточно. Нет, По-моему, это не- как пример. вот сегодня это 18 факт. Это только группа Это факт. «Газпром». Это факт. О, Сегодня столько построено. Надо построить еще десяток. Но при этом надо покупать технику. Не бояться. Шамиль Гусманович, я график посмотрю на следующей неделе. Давайте соберемся. Давайте. Прям в режиме там в зуме соберемся и все обсудим. Какая прекрасная техника Да, сейчас да, делается да, у нас да, в стране. да. И коммунальная, и Это он и известный автобусы, и мусоровозки. И это же все это экология. Все это экология. И плату уменьшится за выброс загрязняющих веществ. Вы знаете, вот у меня 1000 единиц автотранспорта на предприятии, да? Значит, 300 сколько? 365. 365 единиц мы перевели на природный газ. Я получил 57 миллионов экономии только на ГСМ. А это уже с покрытием расходов на переоборудование, нет? Да. Это чистая 57 цифра. миллионов экономии только по деньгам я получил. Уж не говоря, что я меньше траванул воздуху, да? Он чище, экономичнее. Да. И раньше, да, может быть, к нему были Да, претензии. Но сейчас Я доработали. согласен, сейчас все уже становится. Мы прошли тот этап, когда это было невыгодно из-за плеча большого, несовершенства. Мы прошли этот этап. Мы умнее стали. Да. Мы поумнели на эти вещи. Время прошло. Понятно. И технику Всё. доработали, конечно. Соберемся тогда. КамАЗ тоже Да. на месте не стоял. Дело в том, что нам еще автобусы покупать, поэтому нам надо сразу договориться по итогам нашей встречи. Нам надо какой-то протокол намерения подписать или дорожную карту,
чтобы мы понимали, вы понимали, как мы двигаемся, а мы понимали, как вы двигаетесь. И друг другу говорили, ай-яй-яй, ты там что-то... Конечно. Да? Конечно. Вот сейчас вот у нас на повестке дня сейчас Нефтекамск, Дюртюли, станции. Ну Нефтекамск, ну нужно на там станцию. Нефас идет заправиться, новый Нефас, чтобы поехать на трассу, да, вот поехал в Москву или куда-то, да, он едет в Уфу заправиться. Ну в Нефтекамске обязательно должна быть заправка. Конечно. Александр Фаридович, впечатление хотел узнать от района. Все-таки, по-моему, первая поездка у вас, да? В Шаранский район, да, в качестве главы, да, первый. Кто скажет, что понравилось? Небольшой район, очень трудолюбивые люди, а команда старается. Очень приятное впечатление внешне оставило, населенные пункты. Неплохо бизнес, малый и средний развивается. Вот сегодня посмотрели здесь объект крупный Баштрансгаза. Новую установку здесь установили, которая, ну, по сути, является революцией в энергетическом машиностроении, если можно так сказать. Хорошее очень настроение. Глава, вот тут же ураган был недавно, они там довольно серьезно пострадали. Вот этот вопрос мы обсудили с главой. Уже завтра открываем финансирование. Так что все те объекты, которые он просит восстановить, мы восстановим. Ну, в целом, вот неплохое очень впечатление. То есть один на один с проблемами не останется? Нет, ни в коем случае. А мы никогда так не делали. Спасибо. Спасибо. Езжайте.